Домашнее насилие– социальное явление, о котором в нашей стране не принято говорить вслух. Оно якобы не существует, но реальность совсем другая. Многие женщины в нашей стране страдают от ежедневных побоев, и все эти истории являются реальностью. Женщины живут в постоянном страхе, они редко жалуются, и им некому помочь. Каждое полнолуние он превращался в дикого зверя, беспощадного, жестокого, причиняя много боли и страданий. А папа? Ну что ты? Папа же нас любит. Нужно уметь различать просто конфликты в семье, которые бывают в любой семье, и именно насилие. Насилие, оно всегда циклично, оно имеет свой цикл. Многие считают, что домашнее насилие – это никакое не преступление, а самый обычный бытовой конфликт. Бытует мнение, что в основном домашнее насилие распространено в социальных семьях, но порой в, казалось бы, благополучных семьях есть эта проблема. Чаще всего на людях они выглядят вполне адекватно, для кого-то могут являться образцовыми родителями. Как бы то ни было, домашнее насилие над женщинами и детьми – довольно распространенное явление, и с ним можно и нужно бороться. Не верьте, если вам скажут, что такое возможно в неблагополучных семьях. Это абсолютная чушь, это миф, это неправда. У нас было, да и есть все. Мы не находимся в финансовом тяжелом положении. И там, знаете, бывают бытовые ссоры, там женщины часто упрекают мужей, что там, живут они не в тех условиях. Нет, у нас такого нет абсолютно. И условия хорошие, и обеспечено, и все это никак не связано с социальным или материальным статусом. Во всяком случае, я это могу совершенно точно утверждать. Как-то надо находить, вроде бы казалось, решение в этой ситуации, но зачастую оно не приходит. Опять же, тут какой-то присутствует момент, который сам для меня непонятен. Женщина может иметь хорошее образование, высокий уровень интеллекта, быть самодостаточной в определенном смысле, но все равно попасть под вот такую зависимость и оставаться жертвой. То есть для того, чтобы наступил вот этот вот момент, точка невозврата, чтобы женщина нашла в себе силы встать, допустим, и разорвать этот порочный круг, не всегда уйти. Я всегда это говорю, что не всегда цель женщины прервать отношения или разрушить семью, то вот для женщины в этот момент необходима какая-то помощь извне. Сегодня в Абхазии пострадавшие от грубого или жестокого обращения женщины могут обращаться в Ассоциацию женщин Абхазии, при которой создана бесплатная служба правовой и психологической помощи. При Ассоциации женщин Абхазии функционирует консультативный центр, где женщинам оказывают помощь юрист и психолог. То есть, и также у нас при центре функционирует горячая линия. Этот центр работает уже на протяжении 2 лет, и за 2 года к нам обратилось уже 86 женщин, которым было оказано разного рода консультации, сопровождение, около 300 консультаций. Мы ведем базу данных. К сожалению, в Абхазии никто, ведомства различные в милиции, в больницах не ведут учет поступивших жертв домашнего насилия, потому что вообще такой терминологии, как жертва домашнего насилия, в Абхазии не существует. Когда председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба только начинала свои исследования по вопросам домашнего насилия, эта тема в нашей стране не обсуждалась, была практически под запретом, поэтому к ней стали обращаться женщины, столкнувшиеся с ужасом проявления агрессии в семье. Она изучила проблему изнутри, услышав реальные истории этих женщин и осознав, что они невидимы в обществе, им некому помочь, и порой их самих обвиняют в происходящем. Поэтому при Ассоциации женщин Абхазии была создана бесплатная служба правовой и психологической помощи для женщин, пострадавших от грубого или жестокого обращения. Что касается домашнего насилия, это проблема глобальная. Она во всем мире существует. И поэтому думать, что в Абхазии, в этом постконфликтном таком сложном обществе ее нет, это, конечно, совершенно неправильно. И еще, чего мы достигли за эти годы, это того, что некоторые мужчины стали тоже осознавать наличие этой проблемы
и они нас поддерживают в нашей деятельности. И среди депутатов тоже есть некоторые депутаты, которые понимают и считают, что надо рассмотреть вопрос о том, чтобы разработать и принять закон о домашнем насилии, как это уже сделано очень во многих странах, и сейчас в России тоже активная кампания идет. Многие женщины лоббируют принятие такого закона, потому что вред от этого негативного явления очень велик. Во-первых, это очень негативно влияет на детей. Дети, растущие в неблагополучных семьях, они, к сожалению, очень часто вырастают тоже вот такими агрессивными, грубыми, а то и начинают увлекаться наркотиками. Так что это очень большая опасность для будущего нашей страны, потому что если у нас не будет здоровой, благополучной семьи, то наше общество не будет тоже благополучным. Когда произошла ссора и первое, скажем, рукоприкладство, для меня это стало, ну, нельзя сказать шоком, это что-то совсем иное. Для меня это, в принципе, была какая-то личная трагедия, потому что я никогда не думал, что я и столкнусь с этим, и что от этого человека что-то подобное будет когда-либо. Я, естественно, это совершенно стал для меня совершенно другой человек. И это, конечно же, потом для меня было причиной каких-то внутренних страхов. Я стала бояться, что это может повториться, и, естественно, это наверное, каждая женщина поймет это, и слезы, и в какой-то степени разочарование. Но, опять же, мы всегда надеемся на лучшее, и мой супруг умолял меня простить и говорил, что это больше никогда не повторится. И, конечно, я верила, я не могла не верить человеку, с которым мы столько лет живу вместе. Но почему-то это не только не прекратилось, но еще и участилось и причиняло еще большую боль, причем и физическую, и моральную. В Абхазии нет закона о домашнем насилии, так как считается, что происходящее в домах – это дело сугубо личное. Но опыт работы общественных организаций и благотворительных фондов говорит о том, что такой закон критически важен. Ассоциация женщин Абхазии разработала концепцию закона против домашнего насилия. Но их обращения в парламент прошлого созыва не были восприняты всерьез. Специалисты убеждены, что принятие закона о домашнем насилии позволит снизить подобные инциденты. Если агрессор будет знать, что его деяния в семье наказуемы, то, возможно, это его остановит. Сегодня, конечно, в нашем законодательстве нет такого понятия, да, семейное домашнее насилие. И поэтому такие случаи, они интерпретируются как вот единичный какой-то случай и могут там, не привлекают, потому что обычно, один раз что-то произошло, и понятно, что... А на самом деле домашнее насилие имеет системный характер. Поэтому нужен закон. Обязательно нужен закон, чтобы не должно быть таких вопросов в стране, проблем, которые нельзя решить и которые не могут регулироваться законом. У нас двое прекрасных детей, и семья у нас тоже в достатке. Не было проблем, которые можно было бы считать причиной когда-то начавшейся агрессии со стороны моего мужа. И эта агрессия, она почему-то нарастала, и я пыталась как-то понять причину. На вопрос, что не так и что становится причиной, я ответ от него не получала. Все ухудшилось, когда агрессия переросла в рукоприкладство.
И это тоже становилось все чаще и чаще. Конечная цель любых общественных организаций, занимающихся данной проблемой – улучшение системы реагирования. Для достижения этой цели в первую очередь необходимо проводить образовательные кампании. Когда наше общество поймет, насколько проблема серьезна, начнут появляться институты для защиты женщин, что и выведет систему реагирования на новый уровень. Открыли консультации. Первое время очень мало было посетителей, потому что стыдно об этом говорить. Мы как-то собрали представителей органов из прокуратуры, судей. Мы спросили, у вас когда-нибудь была жалоба от жены, от мужа? Они сказали, за все время была только одна, но это было не сейчас, это было лет 5 назад. Они сказали, что было заявление один раз. Но случаи, когда женщина обращается в правоохранительные органы, единичны. И если жертва домашнего насилия подает заявление в органы, то, возвращаясь домой, она снова попадает под давление и, не имея психологической поддержки, часто забирает свое заявление обратно. Домашнее насилие у нас отмечается и замечено в том плане, что тот или иной человек сам по своей собственной инициативе обращается в правоохранительные органы, но бывают случаи, когда они приходят и сами же это заявление забирают, потому что бывает так, что они мирятся или же вмешиваются близкие родственники. Бывает так, что в данную ситуацию вмешиваются сами дети. Униженными и оскорбленными бывают не только женщины, и обращаются к нам в службу участковых уполномоченных милиции не только женщины-матеря, но бывают и мужья, и их дети. По мнению специалистов, на сегодняшний день реальную поддержку женщины в Абхазии может оказать только ее семья, забрав женщину и детей к себе домой. В нашей стране, как мы говорим, у нее должна быть спина, которая может ее защитить. А тем, у кого спины нет, остается только обращаться в правоохранительные органы. Но учитывая наши реалии, это не всегда дает результат. И все-таки, как полагает эксперт, многое зависит от самой женщины. Были случаи, когда и милиция реагировала не очень серьезно, да, на происходящее. Говорили, ой, это семейное дело, сами разберутся. Бывают случаи, что правоохранительные органы реагируют, приезжают, допустим, на вызов, когда, допустим, мужчина угрожает оружием, там, расправой и так далее. А женщина потом просто забирает свое заявление или вообще никак не дает делу ход. Понятно, что второй раз вряд ли уже кто-то приедет туда, и поэтому часто бывают случаи и с летальным исходом, и были, все знают. То есть здесь, помимо того, что взаимодействуют все структуры между собой, еще и работать с женщиной надо. Поэтому очень важно иметь или кризисный центр, или общественную приемную, консультационную, где женщина может даже просто проконсультироваться насчет своих прав, обязанностей и получить консультацию, например, того же самого психолога, чтобы разобраться в себе, чтобы знать, что действительно является проблемой, а что нет. Среди правоохранителей тоже появились люди, особенно женщины, сотрудницы милиции, которые понимают наличие этой проблемы, и они готовы сотрудничать, но, опять же, их возможности очень сильно ограничены тем, что нет законодательной базы. У нас в данном случае работает Кодекс административных правонарушений. Непосредственно у нас есть статья 166 «Мелкое хулиганство». В основном тогда, когда дебошируют, когда злоупотребляют доверием друг к другу. И были факты рукоприкладства как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Выезжали участковые уполномоченные милиции, собирали материал и тем самым реагировали. По утверждению психолога, подвергающаяся насилию женщина может любить обидчика и допускать, что, несмотря ни на что, он также любит ее, но побои и унижения не должны восприниматься как доказательство любви. Часто начинают обвинять женщину, почему же она не встала и не ушла вовремя, когда это только началось или случилось первый раз. Но психология женщины такова, что всегда женщина за сохранение семьи, тем более, если она выходила замуж за этого человека, и если агрессор муж. Конечно, она видит в нем хорошие положительные качества, хочет сохранить семью, считает, что ребенок должен расти в полноценной семье с мамой и с папой. Каждый раз вот, после ссоры, когда твой
муж просит у тебя прощения и говорит тебе о том, что он все осознал, все понял, и он не хочет для нас такого будущего. Ну, я каждый раз сталкиваюсь с тем, что я вот думаю, что всегда это последний раз, и это повторяется и снова, и снова. Это приобретает уже, знаете, как будто бы так и надо, и я порой даже себя ловила на мысли, что я начинаю привыкать жить в таких условиях. Я уже не знаю, может ли быть по-другому, то есть вот как это по-другому. И брак, которому уже около 10 лет, он не таким себе представляла. Я сейчас ловлю на мысли, что и не представляю, в принципе, какой он другой может быть. Когда мы сегодня любим употреблять это слово «апсора», то вот по «апсора» на женщину поднимать руку нельзя. Это считается большим позором. Рукоприкладство в семье – это позор. Понимаете? И дети не должны никогда быть свидетелями такого вот унижения человеческого достоинства. Фактически отец может унизить так мать, что на глазах у ребенка. Часто из-за одной проблемы появляется другая. Влияние обстановки в семье на ребенка. Как уберечь ребенка от агрессии? В первую очередь мужчина должен нести ответственность за свои действия и думать о том, что будет чувствовать его собственный ребенок, глядя на нечеловеческие деяния отца. Ребенок, который живет в таких условиях, чувствует, что в семье есть определенные проблемы, но не понимает их причину и как следствие винит во всем себя. Когда это видит ребенок, и не один ребенок в семье, то приводит к таким вещам, как, например, у ребенка начинается заикание. Когда ты начинаешь задумываться или же работать с этим ребенком, ты понимаешь, что это не так уж легко как бы преодолеть. Ввиду чего? Ввиду того, что этот же ребенок потом после нашей, например, психологической консультации или помощи, он возвращается в ту же семью и в ту же среду, где это происходит и дальше. Даже несмотря на то, что эти семьи стоят иногда вот на учете у наших правоохранительных органов. Это ведь ты не можешь проследить за каждым отцом и тем более за каждой матерью. Например, если в школе учитель замечает, что ребенок постоянно приходит с синяками, старается скрыть синяки, или появились у него изменения в поведении, поверьте, на это не стоит закрывать глаза, потому что иногда правда может оказаться намного страшнее, чем нам кажется. И были такие случаи, к сожалению. Поэтому все службы, еще раз говорю, которые так или иначе связаны с историями семейного насилия, они не должны отгораживаться просто или закрывать глаза, что проблемы нету. Для меня стало огромной трагедией, когда я поняла, что и мои дети стали свидетелями этого всего. И вы представляете, каково это для любой матери сложно. Знать, что ребенок вообще в таких условиях растет, не говоря уже о том, что он становится свидетелем, как отец избивает мать. Это никому не пожелаешь. И я никогда не думала, что я с этим столкнусь. И теперь я каждый раз думаю о том, правильно ли я все делал, потому что у детей травма – это то, что останется в их памяти надолго. Я совершенно этого не хочу, но при этом я не представляю, как выйти из этой ситуации. То есть я не знаю, к кому мне обратиться и могу ли я вообще это сделать. Это еще, наверное, такой момент, знаете, место, где мы живем, тоже играет роль. Домашнее насилие непосредственно связано не только с разрушением семейных отношений, но и в целом с утерей устоев семьи и моральных ценностей. Это счастье родиться в семье, где нет никаких проблем между мамой и папой. Мы работаем с детьми или с семьями, в которых происходят какие-то такие нежелательные, можно сказать, эксцессы, когда отец избивает мать в пьяном, естественно, в неадекватном состоянии, а потом это отражается на ребенке. Например, вот в одной семье ребенок вообще стала больной, у нее начинаются какие-то приступы. И жена вынуждена была с 3 детьми уйти из этой семьи. Вы знаете, что самое страшное происходит в нашем обществе?
Мы готовы приносить в жертву людей, мы готовы молчать, только чтобы об этом не стало достоянием этой общественности. Это говорит о том, что общество не совсем здоровое, потому что нужно стараться решать, да, эти проблемы, а мы готовы замалчивать, делать вид, что не существует. Есть женщины, которым комфортно жить в роли вечной жертвы. Это их выбор и тема для другого разговора. Но если вы не из их категории, то помните, жизнь у вас одна, и вы решаете, какой она будет. С вами была Рената Шакаева.